Программа «7 дней плюс», в студии Светлана Кадырова, и мы продолжаем сегодня обсуждать год семьи, и тема сегодня очень острая, тревожная, разные взгляды, разные мнения, не утихают уже много лет споры. Домашнее насилие, где искать защиту, что это в юридической практике, насколько проблема остро стоит в стране, насколько готово государство сегодня защитить тех, кто подвергся домашнему насилию. Об этом говорим с нашей гостьей Зульфия Наильевна Галиаскарова, юрист, руководитель практики юридической компании АНП «Зенит». Здравствуйте. Здравствуйте. Зульфия Наильевна, пока готовилась к интервью, у меня создалось ощущение, что в России нет такого понятия, как домашнее насилие. Или я ошибаюсь? Или я не нашла правильной формулировок? Законодательно закрепленного понятия нет. До 2018 года в Уголовном кодексе существовала статья 116.1, вот в прошлой редакции, где говорилось о побоях в отношении близких людей. Но сейчас мы, наверное, поговорим об этом позже. Эта статья декриминализована. Побои в отношении близких людей Считаются административным? Да, считаются административным. Правонарушением, совершенным в первый раз. В других законах домашнего насилия нет. Но мы, как юристы, всегда для себя определяем, юристы и психологи определяют домашнее насилие, это как повторяющийся и увеличивающийся по частоте цикл физического, психологического, эмоционального, словесного, сексуального насилия, давления, который имеет целью установление контроля и власти одного человека над другим, близким ему человеком. То есть вот если кто-то нашел себя в этой формулировке, кто-то ощущает вот такое постоянное насилие над собой, регулярное, но он подвергается домашнему насилию. Ну, самое страшное в этой ситуации, наверное, физическое, сексуальное насилие, о чем мы говорим. Или все-таки, вот, когда вы говорите о психологическое, словесное и так далее, это не менее болезненно, скажем так. Вот представьте ситуацию, когда муж постоянно при детях говорит: твоя работа не имеет никакого смысла, ты глупая, ты бестолковая. То есть уничтожение, да. унижение Или человека, я сейчас изобью ребенка, если ты, например, не приготовишь ужин. Или я спущу нашу кошку сейчас с 10-го этажа. То есть менее ли это травматично для женщины, для всей семьи, для детей, вот слышать такое каждый день и сталкиваться с постоянными оскорблениями, унижениями. Хотя они могут быть и не сопряжены с физическим насилием. Поэтому психологическое насилие, вот то же самое абьюз, который сейчас называется модным словом, оно не менее страшно. Какие законы сегодня защищают членов семьи от вот этого домашнего насилия? То есть даже если нет такого точного юридического термина. Юридически защищается закон защищает только от физического насилия. А других видов насилия, ну кроме сексуального, если действительно изнасилование в семье, это тоже считается преступлением, если о нем женщина заявила. И нет причинения тяжкого вреда здоровью, средней тяжести или легкого вреда здоровью, или истязания, то есть это постоянных побоев, то просто побои, это когда ударил, толкнул, шлепнул, плюнул, вот такие вот очень неприятные для женщины оскорбительные действия, но не сопряжены с причинением какого-то существенного ущерба ее здоровью, за них предусмотрена только административная ответственность. Вот очень много говорили о декриминализации статьи 116.1 Уголовного кодекса, когда раньше за такие побои, даже совершенные один раз, домашний дебошир мог получить и 2 года лишения свободы. Сейчас даже... В 2017 году был принят закон, с 2018 он вступил в силу. Сейчас и теперь? Только административная ответственность за это. Причем административная ответственность, заключающаяся или в штрафе, получается, ему присудят штраф, который будет выплачивать фактически семья. Это отразится на благосостоянии семьи. Или обязательные работы, или исправительные работы. То есть опять работы, в результате которых человек не сможет или ходить на работу, или потеряет эту работу, и опять это скажется на той же женщине. И только если один раз был человек в течение года привлечен к административной ответственности за побои и совершил их второй раз, женщина уже может заявить в полицию и возбудят уголовное дело. Но по этой статье... это нужно еще подождать и по этой статье опять нет каких-то санкций, которые ограничивали бы свободу домашнего дебошира. Это тоже штраф, причем еще в более увеличенном размере. Но ведь после этого, я представляю, что после штрафа приходит дебошир домой, что происходит дальше? Ну, именно поэтому же, как и писали много, и законодатель объяснял, почему он декриминализовал эту статью. Он говорил о том, что вот один раз мужчина ударил женщину, она побежала в полицию, он обиделся, в семье возник конфликт, и семья разрушилась. Хотя и говорили, что, наоборот, эта норма направлена на то, чтобы сохранить семью, чтобы женщина не бежала после каждого вот такого возникшего конфликта в полицию. На самом деле статистика показала, что на пользу этот закон не пошел. Количество разводов не уменьшилось. Количество домашнего насилия тоже не уменьшилось.
Как часто, в принципе, в вашей практике встречаются люди, которые сталкиваются с домашним насилием, и каким образом вы хоть как-то, чем вы можете помочь? Мы сталкиваемся скорее уже с женщиной, которая уже сформулировала свое поведение. Она испытывает домашнее насилие, но она теперь не просто говорит «сделайте хоть что-нибудь», потому что словами «сделайте хоть что-нибудь» бегут в полицию. И потом также на второй день приходят, забирают свое заявление, потому что надо обязательно не забыть упомянуть, что эта статья 116.1 – это дело частного обвинения. То есть его можно возбудить только по заявлению самой женщины, и прекращается оно тоже по заявлению женщины. Соответственно, женщина на утро простила, да, пришла, забрала заявление. Конечно, Да? все, дело никто не имеет права дальше расследовать уже, оно будет прекращено. Мы как раз уже сталкиваемся с ситуациями, когда женщина уже понимает, что она не просто не хочет терпеть насилие, у нее есть конкретный план, она хочет развестись, она хочет разъехаться, разделить имущество, хочет защитить детей. Вот здесь, конечно, мы можем чем-то помочь, если женщина решилась предпринять какие-то шаги. Но это такой небольшой процент огромной массы женщин, огромное количество женщин, которые подвергаются насилию, что... Я так понимаю, что есть и мужчины тоже в этих рядах. Я так понимаю, домашнее насилие не только в отношении женщин и мужчин тоже присутствует. Но... Я даже не сказала бы, что не столько мужчин. Мужчины как раз меньше всего, ну, потому что физически мужчины все-таки более сильный пол, да. Это во вторую очередь женщины, дети. Дети. Да, я вспоминаю все время один случай, когда у меня ребенок ударился, ну, там, упав, ударился головой, я решила увезти в травмпункт. Это была суббота, вечер. Муж, он работает врачом скорой помощи. Он сказал, нет, ехать никуда не нужно. Я говорю, давай съездим. Мы приехали в травмпункт РКБ, и те 2-3 часа, которые мы там сидели, периодически женщины, полицейские, видимо, из комиссии по делам несовершеннолетних, может быть, заводили детей. И этих детей там раздевали и осматривали. Это избитые дети с какими-то ссадинами, с гематомами. Я сидела в ужасе, а муж говорит, ну что ты хочешь? Пятница, суббота, люди отдыхают после работы, гуляют, пьют. И дети страдают. Ладно, если соседи вызвали, там, от громких криков вызвали этого ребенка, просто вытащили из этой обстановки. Или, может быть, жена, испугавшись, сама обратилась в скорую помощь. Но... То есть самое страшное, наверное, в этой ситуации дети. А детей тоже закон не защищает? Побои, это, если не обращается ребенок, то обращается его законный представитель, тоже должна обратиться в полицию женщина. И мама не всегда обратится тоже? Далеко не всегда. Насилие бывает в отношении пожилых родственников, которые вообще еще меньше себя могут защитить. Чего не хватает, что нужно сделать для того, чтобы защитить? Вот по данным Росстата, 2019 год, по преступлениям, совершенным в отношении члена семьи, почти 70% женщин, 30% мужчин являются потерпевшими. Вот вы как раз говорили, свыше 80% преступлений в семейно-бытовой ситуации совершают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Понятно, что здесь очень сложно человека под воздействием и остановить, и призвать к ответственности. Что нужно? Чего не хватает? Я понимаю, почему женщина побоится обратиться и в полицию, где ее могут не услышать, да? Во-первых, женщина должна четко понимать то, что она может сделать. Все побои, как, хочет она или не хочет в будущем обращаться в полицию, она должна фиксировать. Дойти до больницы, обратиться в травмпункт и зафиксировать, чтобы у тебя был документ на руках, который фиксирует побои, нужно иметь с собой. Во-вторых, вот мы всегда говорим, если вы живете в многоквартирном доме, у вас есть соседи, предупредите соседей, поговорите с ними, что если в квартире шум, крики, удары какие-то, пусть они звонят в полицию или заходят сами, потому что большинство домашних тиранов, они в обычной жизни это вполне благополучные люди, имеющие, о которых даже никто подумать не может, что он может такое творить дома, и они очень боятся огласки. Вот как раз, если кто-то в этой ситуации будет вмешиваться, можно предотвратить и спасти жизни. В-третьих, мы всех советуем как раз не замыкаться только в своей семье. Потому что, да, есть виды домашние тираны, есть это в семьях, которые пьют, употребляют наркотики, но огромный процент есть в тех семьях, вполне благополучных, состоятельных семьях, где просто муж оградил жену от общения, отвадил всех ее подруг, в этот дом не приходят родственники, и вот создается обстановка очень замкнутая, где он чувствует себя полноправным хозяином и считает, что может делать, что хочет. Поэтому нужно всегда в таких ситуациях находить какого-то арбитра, человека, который имеет авторитет у мужа, там, условно, его начальника, маму его, там, какого-то близкого друга, к которому всегда можно обратиться, чтобы он просто провел беседу с ним. Потому что эти люди, они не хотят огласки, и они не хотели бы портить о себе впечатление перед другими людьми, с которыми не общаются.
И в-третьих, уж если такая ситуация случилась, все документы всегда у этой женщины вот просто в Как отдельной тревожный папочке. чемоданчик, да? Да, документы, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, небольшая сумма денег, какой-то телефон, куда можно обратиться, у нее всегда должны быть с собой. В одном городе был проведен, я готовясь, прочитала эксперимент, когда просто на социальная реклама, в городе на рекламных стендах была запущена реклама с телефонами доверия и тех общественных организаций, куда может обратиться женщина в случае вот такого домашнего насилия. Количество увеличилось в 6 раз в следующем месяце. То есть это те женщины, которые, значит, просто не знали, куда звонить. Идти? Да. У них Куда не было идти, куда родственников. звонить? Они стеснялись перед подругами. Потому что, я говорю, вот, в фразе «бьет, значит, любит», конечно, уже сейчас никто серьезно не относится, мне кажется. Но выносить ссор из избы все равно в нашем обществе не принято. Очень многие не знают таких вот правил поведения, когда ты слышишь, что вот когда вы говорите, что за стеной в квартире шум, ощущение, что драка, плачет сильный ребенок. В каких ситуациях, вот вроде бы казалось, ты должен вмешаться, но это вроде бы чужая семья. Какими правами я обладаю, чтобы... Или я всегда могу звонить в полицию, или надо ли мне это, или я вмешаюсь, или лучше в этой ситуации спасти жизнь ребенка и вмешаться в любом случае. Какие-то есть вот правила, в каких ситуациях надо звонить и действовать? Вот в тех ситуациях, которые вам кажутся уже, что происходит что-то страшное, и то, что выходит за пределы нормальных отношений в семье. Мне кажется, тем более, если в этой семье есть дети, и они кричат, ну, тут нужно не оставаться равнодушным. Вот это вторая проблема, потому что в нашем обществе почему-то считается, во-первых, что женщина сама виновата, такое распространенное мнение есть. Сама виновата, сама спровоцировала. Там, у всех так, нечего ходить везде рассказывать. И вроде бы и соседям неудобно вмешиваться, но когда речь идет о здоровье ребенка, то... Если нужно взять и звонить. Конечно, нужно делать то, что вот вы считаете в этот момент, то, что не укладывается в вашей системе ценностей. Вам кажется диким, что в соседней квартире кричит ребенок, ну причем кричит, что его бьют. Ну тут нельзя. Я сама считаю, вот я не люблю делать замечания людям, но я для себя считаю нормальным, например, если я вижу, что там ребенка в магазине, там резко дергают за руку, там шлепают, кидают на пол. Ну вот я считаю нормальным вмешаться в эту ситуацию. Хорошо. В России несколько лет пытаются принять законопроект, который должен защитить жертв домашнего насилия. Да. Уйти от вот этой административки за какие-то побои, за которые то ли женщина пойдет, то ли заберет заявление, то ли принесет. С 2019 года, да, Зульфия Наилевна? Как он называется, какая его судьба, и есть ли шансы, что он может быть принят в год семьи, и насколько вот на самом деле в нем назрела необходимость? Я считаю, что один из важнейших законов, который сейчас, вот в год семьи, как раз должен был бы принят, потому что, чтобы о нем не писали и как бы не говорили о том, что он означает вмешательство в делах семьи, что это та сфера, в которую не нужно пока законодателю вмешиваться. Многие ведь напуганы еще вот этими негативными, очень страшными примерами ювенальной юстиции в европейских странах, когда там вроде бы в нормальной семье забирают детей и ничего с ним нельзя сделать. И поэтому вроде бы лучше не вмешиваться. Но я считаю, что вот эта вот крайность, когда вообще государство не вмешивается, вот тогда, когда нужно защищать, то с этим тоже, так нельзя. Этого не должно быть в правовом государстве. Этот закон, на самом деле, вот я кратко расскажу, о чем он. Он говорит о том, что если установленный случай есть обращение о семейно-бытовом насилии, то создается определенная комиссия, которая проводит беседы. Определяются в этом законе органы, которые будут этим заниматься. Если определяются органы, получается, государство будет выделять определенные средства. То есть это не просто так будет. Хочет участковый поговорить, например, с ним, а сегодня нет настроения, он и не поговорил. Некие органы опеки и попечительства. Будут органы, которые будут разговаривать, которые будут проводить профилактические беседы, ставить на учет определенный. Находиться в таком учете, мне кажется, мало кто захочет. В-третьих, можно будет получить судебное предписание, судебный запрет. Например, если есть факт мужчины, даже бывший супруг, этот закон распространяется не только на действующих супругов, но и на бывших. Если бывший супруг преследует женщину, там, надоедает ей или как-то угрожает в то время, даже когда она проживает отдельно, звонит ей по телефону, распространяет о ней какую-то информацию в интернете, там, как-то через ребенка на нее воздействует, то судебным запретом все эти действия можно запретить. То есть как не подходить? Женщину, да, вот оградить женщину от такого давления на нее. А ребенка можно тоже оградить? Да, конечно. Это подразумевается, что женщину и ребенка. То есть это семейно-бытовое насилие. Если жертва насилия мужчина, которого не хочет отпускать женщину, то он также будет защищать мужчин. Это я бы не сказала, что этот закон направлен только на защиту женщин. Это как раз исключительно профилактика. Там не прописываются дополнительные статьи, как в УК, да, там, за побои, за насилие и так далее. Нет? Это исключительно такое вот... Да.
Он устанавливает административные процедуры, которые вот какие-то институты, которые возникнут в обществе, которые вот, ну, будут означать, что государство вмешивается в эту сферу. То есть теперь уже к тебе придут, с тобой поговорят, внесут в определенный учет. Есть меры, это не административная ответственность, которую семья будет там, штраф выплачивать. И это не уголовная ответственность, которая влечет за собой судимость и другие там нехорошие последствия. Это просто определенные учеты. Значит ли это, что, ну, если законопроект с 2019 года, то есть пятый год, да, пошел, что, в принципе, государство считает, что этой проблемы нет? Есть какая-то статистика, насколько эта проблема, в принципе, остро сегодня стоит? Данные расходятся, я тоже изучала, есть очень высокие цифры, есть средние цифры. Но если столько лет законопроект не принимается, это о чем-то говорит? Данные по насилию домашнему, вот социально-бытовому, как он называется в законе, они ужасные. 35% женщин подвергаются домашнему насилию, только треть из них обращается куда-то за защитой. И почему их так мало? Потому что на самом деле в России очень мало институтов, куда можно обратиться. Это или участковый, ладно, с ним можно наладить отношения, если мы, кстати, тоже советуем женщинам иметь всегда телефон участкового. Да. И общественные организации. Это все, куда может прийти женщина. К юристам она тоже не всегда может прийти, если у нее нет, например, денег на консультацию. Она даже никогда не была у юристов. Поэтому нужны институты, когда государство скажет, вот можно приходить сюда, мы предпримем какие-то определенные меры, которые защитят. Мы надеемся, что в год семьи это все будет принято. Но вот вы сейчас сказали, что 35% женщин, да? По официальным данным, в России в полицию обращается только 10% переживших насилие в семье, про того же участкового, когда мы с вами говорим. Только 6% обращаются к врачам и 2% к юристам. Вот основная причина называется неспособность правоохранительных органов защитить пострадавших и, как следствие, недоверие пострадавших к системе. Вот насколько сегодня это действительно главная проблема, на ваш взгляд? У правоохранительных органов нет механизмов. Если указано, что за первичные побои только административная ответственность, что они могут сделать? Возбудят административное дело, какой-то минимальный штраф назначит 30 тысяч, и все, что они могут сделать. Поэтому мы рекомендуем фиксировать побои, чтобы доказать, что они неоднократные. Потому что если неоднократные побои, то это другая статья истязания, которая предполагает сразу уголовную ответственность. Может ли говорить... Точнее, это появление кризисных центров, да, вы говорили вот о телефонах доверия. Очень много появилось кризисных центров, где принимают женщин, как раз пострадавших от домашнего насилия, где принимают женщин там, беременных, которых выгнали из дома. И таких кризисных центров становится все больше и больше. И это общественная организация. На ваш взгляд, это должно быть тоже формат такой государственной ответственности, что это должны быть какие-то государственные центры? Я абсолютно уверена, потому что они направлены, чтобы защитить граждан, чтобы защитить женщину, причем не просто от придуманного ей какое-то давление на нее, а которое она вполне может доказать и подтвердить. И таких общественных центров, их же много в столичных городах, просто в городах, в каких-то небольших населенных пунктах, в провинции их далеко не так много, и они не обладают теми возможностями, которые обладало бы государство, если бы функцию вот эту вот по тому же закону приняли на себя какие-то государственные органы. И женщина может на какой-то короткий период найти там защиту, но какую-то полноценную, на долгий период и полностью оградить. Она вернется через какое-то время в ту же семью, если не примет решение, например, там, развестись. Какие-то кардинальные решения, если они будут приняты. В принципе, какая памятка, я не знаю, может быть какая-то юридическая памятка для тех, кто подвергается домашнему насилию? Я уже начала об этом говорить. Вот те определенные шаги, договоренность с соседями, телефон участкового всегда привлекать в качестве арбитра людей, которые могут оказать давление на домашнего такого дебошира. Фиксация побоев. Всегда иметь на руках, копить документы, которые подтвердят это. Но если совершается насилие в отношении ребенка, причем физическое насилие, тут женщина должна делать выбор уже. Тут ее жизнь в ее руках, но когда ребенок может что-то с ним случиться, конечно, здесь мы не будем советовать просто там звонить участковому и иметь его телефон. Здесь она должна предпринимать какие-то более решительные шаги. И должна помнить о том, что если все-таки этот ребенок пострадает, погибнет, то она будет такой же обвиняемой в совершении преступления наравне со своим супругом, потому что она допустила это. Очень много дел, очень много таких чрезвычайных историй по всей России, когда органы опеки или учителя видели
знали, что ребенок приходит в школу с травмами, да, с гематомами, с теми же самыми, с синяками, возможно, там более нервный, чем обычно. И это были действительно тоже жертвы домашнего насилия. И когда все заканчивалось очень печально, были ряд уголовных дел, в том числе и в Татарстане. Если не ошибусь, наверное, это был Алексеевский район, когда приемную девочку... Там, в конечном итоге ответственность понесли и органы опеки, и, по-моему, там учитель или директор в школе сейчас, или что-то связано с отделом образования. В принципе, насколько сегодня вот чужие люди, другие институты в состоянии остановить это домашнее насилие, если там какие-то рычаги законные, вот смогли же органы опеки привлечь к ответственности? То есть вот почему другие институты можем привлечь к ответственности, а домашнего тирана нет? Какие законы, как работают? Домашнего тирана мы не можем привлечь к ответственности к уголовной только в том случае, если он совершает побои. Побои – это такое воздействие на человека, которое не связано с причинением ему тяжкого, какого-то вреда. Вообще это вот как раз удары, там, шлепки, плевки, унижение, там, привязывание к чему-то, ограничение свободы. Но если он совершает что-то более существенное, если он действительно покушается на здоровье, и это причиняется ущерб серьезный, то это закон защищает в этом случае. Главное, чтобы женщина обратилась. Под какие законные правила попадают, вот эти, раз их привлекают в уголовную ответственность, значит, конечно, в итоге они тоже несут ответственность? Ребенок же погиб не от побоев, ребенок погиб, потому что в отношении него совершалось уж серьезное преступление. Это или убийство, покушение на убийство, или причинение тяжкого вреда здоровью. И вот, конечно, если они это все наблюдали и в силу своих должностных обязанностей должны были предпринимать меры, то они перед законом все равны в этой ситуации. Да. Вы перечисляли несколько видов насилия. Мы понимаем, что самое такое вот физиологическое, что можно фиксировать, сходить к врачу. Да. Сексуальное насилие, да, где тоже можно зафиксировать, показать врачу, доказать. Каким образом доказать психологическое, там, эмоциональное, словесное, научите вот просто вести сбор доказательств? Сбор доказательств нужно вести с какой-то целью, но психологическое насилие по закону не преследуется. Поэтому это только женщина уже может принять решение о том, чтобы не жить с тем человеком, который проявляет в отношении нее вот такие действия. Наказать за то, что он там, унижает ее словесно, ограничивает ее в чем-то. Ведь даже игнорирование потребностей мы считаем насилием психологическим. Например, когда маленькому ребенку муж ограничивает в деньгах супругу и не разрешает покупать ребенку фрукты. Вот как за это накажешь? Но женщина должна принимать решение, как она будет действовать на супруга. Может быть, развестись и требовать элементы, и уже из этих элементов покупать ребенку необходимые вещи. А словесные? Это как? Как понять, что над тобой совершается словесное насилие? Когда женщине говорят такие слова, которые ее унижают, которые ее оскорбляют, и которые содержат в себе элементы шантажа. Например, если ты не сделаешь что-то, я там проявлю насилие по отношению к ребенку. Это, может быть, никогда не случится, но женщина постоянно живет под гнетом вот таких угроз. Это угрозы. Они могут и никогда не воплотиться, и мужчина, может быть, не хотеть их воплотить. Но он об этом говорит, и у женщина живет под таким давлением. Любое воздействие на нее для того, чтобы установить контроль, для того, чтобы от чего-то ограничить ее свободу ее ребенка, это и есть насилие. Вот мы пока сейчас говорим о дееспособной женщине, которая в состоянии, если что, сбежать с тревожным чемоданчиком, да, обратиться к участковому, обратиться к врачу, постучать к соседям. Вы уже говорили о насилии в отношении пожилых родственников. Иногда это недееспособные, да, лежачие, серьезно больные психиатрическими, наверное, какими-то там расстройствами. А в этой ситуации что делать? Они не уйдут в кризисный центр, они никуда не позвонят. Есть какие-то способы защиты их? Специальных способов их защиты закон не содержит. Только вот это неравнодушие общества, если они наблюдаются у врачей, например, врачи могут сообщить об этом в полицию, могут сообщить в органы опеки и попечительства, могут добиваться того, чтобы это гражданина перевели в специальное социальное учреждение. То есть исключительно гражданское неравнодушие. В семейных отношениях, вот в таком, когда возникают конфликты, они могут решаться или внутри в семье, если не могут решаться,
они могут решиться внутри. Значит, Очень только- важна общественная позиция, да, очень важно вообще вот как формируется общественное понимание всего этого. Публикации. Чтобы из публикаций женщина знала о своих правах, она знала, что это действительно находится, что действительно порицается. Многие же думают, особенно в каких-то религиозных браках, они думают, что это нормально, когда мужчина их во многом ограничивает, запрещает ходить на работу и запрещает получать образование. Это же тоже насилие. Но считается, многим может считаться нормальным. Все-таки я за то, чтобы в год семьи вот это гражданское неравнодушие, внимание к этим проблемам и, возможно, законодательные какие-то акты будут все-таки изданы в год семьи. Зульфия, наверное, большое спасибо за участие в программе. Всего доброго, до свидания.